создать с помощью табуляции таблицу. У нас есть таблица в виде образца, которая настроена только с помощью табуляции. Здесь не вставлялась никакая таблица. С помощью, как мы видим, табуляторов на линейке все было настроено. И нам нужно с вами эту таблицу воспроизвести, повторить ее чуть ниже. Если мы с вами попробуем делать то же самое с помощью пробелов, ну вот просто после символа единицы, например, поставить пробелы, после двойки пробелы, то выйдет не очень хорошо, потому что ровные края вот тут вот не получится. Символы бывают разные, ну и вот видим, да, что номер – это один единый символ номер, и цифра 1, которая тоже представляет из себя один символ, они занимают разную ширину, поэтому, во-первых, не очень понятно, сколько пробелов добавлять, а во-вторых, ну, все равно край будет неровным. Вот этот вопрос мы с вами решим с помощью табуляции. И давайте для начала создадим первую строку. Сначала у нас стоит символ номера. Далее нам нужно прийти с помощью табуляции к прописанию фамилии. Давайте поставим символ табуляции по позиции слева и подвинем его так, чтобы он у нас соответствовал началу столбца в таблице образце. Далее нажимаем кнопку Tab, попадаем на наш табулятор. Этот табулятор по левому краю, то есть слово «фамилия» будет своим левым краем прилипать к нашей направляющей по данному табулятору. Дальше у нас идет имя. Давайте для имени где-то вот здесь поставим позицию табуляции по центру, ну, для разнообразия, да, чтобы все табуляторы посмотреть. Нажимаем табулятор, попадаем, соответственно, к позиции табуляции, вписываем имя. Далее для отчества поставим табуляцию по правому краю. Снова нажимаем Tab и вписываем слово отчество. Ну и еще одна позиция сумма долга. Для нее давайте тоже поставим табуляцию по позиции слева. Подвинем ее в нужное место. Нажмем Tab и напишем сумма долга. В Google документах у нас 3 варианта табуляции, которые мы можем использовать. На самом деле бывает еще и 4-я позиция табуляции, которая называется табуляция по десятичной точке. Она есть, например, в Word. Что она обозначает? Она обозначает, что табуляция будет происходить для текста вот по вот этой позиции, где есть разделитель целых и дробных частей текста, ну или цифры в данном случае, и направляющая будет проходить всегда по этому разделителю, по этой запятой. То есть слева от направляющей будет целая часть числа, а справа от направляющей будет дробная часть числа, независимо от того, какое это будет число. И с помощью такой табуляции можно удобно и красиво располагать в колонке цифры, но, к сожалению, в Google документах такая позиция табуляции пока не представлена. Вот мы с вами создали табуляцию для первой строки. Далее, когда мы с вами нажмем Enter, то мы помним, что все табуляции, которые мы настроили, они сохранятся и для новой строки. Единственное, что нам нужно сделать, это сделать первую строку полужирной. Все-таки это заголовок. Далее мы переходим на новую строку и просто начинаем заполнять нашу таблицу. Ставим 1, нажимаем Tab, попадаем сразу же в нужное место, вписываем фамилию. Это у нас табуляция по левому краю. Нажимаем снова Tab, попадаем в имя. Здесь у нас позиция табуляции по центру. Далее снова нажимаем Tab, попадаем в отчество, которое у нас по правому краю. Ну и в сумму долга вписываем какую-то цифру, она у нас тоже по левому краю позиции табуляции. Для перехода на новую строку нажимаем Enter и снова просто ее заполняем уже без простановки табуляторов, просто нажатием кнопки Tab. Давайте какое-нибудь имя подлиннее возьмем, чтобы посмотреть,
на практике, как работает табулятор по центру. Вот, например, такое длинное имя. И теперь, если я покажу направляющие, то мы видим, что и короткие, и длинные имена все равно у нас будут по центру, ровно посередине этой направляющей. Далее нажимаем Tab, попадаем в отчество. Ну и снова Tab, чтобы попасть в сумму долга. Ну и так далее. Мы можем заполнять третью и четвертую строки. Если в какой-то момент мы поймем, что наша таблица закончена, то мы снова нажмем Enter, пойдем в новую строку и продолжим писать текст, как это обычно. Знаки табуляции нам при этом не мешают, но если они нам больше не нужны или мы хотим настроить какую-то другую табуляцию, мы их просто из этой строки убираем. Ну и, соответственно, дальше, когда мы с вами будем нажимать Enter, их уже в новых строках не будет.